В Юго-Остинском государственном университете состоялся экспертный круглый стол на тему «Новые возможности для Южной Осетии. Грантовая поддержка и формирование управленческого резерва». Представители органов власти, эксперты, научное сообщество и общественность республики обсудили масштабные инициативы, направленные на поддержку гражданского и кадрового потенциала Южной Осетии. Это запуск первого республиканского кадрового конкурса «Команда будущего» и внедрение механизмов грантовой поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций с использованием программ Фонда президентских грантов объемом 100 миллионов рублей. Юридические препоны, ранее затруднявшие подачу проектов на получение грантов, сняты. Теперь у жителей республики есть реальный работающий механизм поддержки своих идей. Экспертный совет будет смотреть на актуальность проекта, его логичность, реалистичность. Участники смогут реализовать самые разные культурные, образовательные, молодежные проекты, идеи, связанные с помощью нуждающимся, благоустройством общественных пространств. Эти проекты – результат последовательной системной работы. По инициативе исполняющего обязанности президента Марата Камболова в Южной Осетии начинают внедряться доказавшие свою эффективность российские практики. Вопрос расширения грантовой поддержки для общественных проектов был поднят Камболовым на встрече с президентом России Владимиром Путиным. А конкурс управленческого резерва был запущен неделю назад. Рассчитываем, что благодаря данному конкурсу мы выявим тех молодых, амбициозных ребят, которые будут способны выполнять те задачи, которые стоят перед нашим государством, перед нашим обществом, добиваться поставленных задач. При этом результат уже есть, большой результат, мы видим отклик у населения, у представителей нашей диаспоры. Я буквально вчера озвучивал те данные, которые у нас были на понедельник вечера. Это 726 человек уже зарегистрированы на платформе. Из них 333 человека представляют и живут в самой Южной Осетии, а остальные находятся и проживают за пределами страны. Грантовая поддержка и формирование управленческого резерва направлены на расширение социальных и гуманитарных задач, отметил глава Русского дома в Схинвале Сергей Комиссаров. Президентский фонд имеет возможность прямого финансирования по тем идеям, которые они рассмотрят в рамках грантовой поддержки. И это, безусловно, очень важно. Реализуемые нами программы могут быть в том числе инструментом, которые помогут сформировать управленческие резервы. Желающие принять участие в конкурсе на президентские гранты могут обратиться в Министерство юстиции для оказания методической и правовой помощи. Участие Министерства юстиции на этом этапе заключается в консультировании лиц, желающих зарегистрировать коммерческую организацию и в последующем принять участие в конкурсе. По критериям, установленным Фондом президентских грантов, участие в конкурсе на получение грантов могут принять участие помимо учреждений, как частных, так и бюджетных, некоммерческие организации. Плюс очередь регулирует вопросы, касающиеся деятельности некоммерческих организаций, вопросы регистрации, внесения изменений в учредительные документы и предоставления отчетной документации. Реализуемые инициативы исполняющего обязанности президента Марата Камболова затрагивают абсолютно все слои населения, от студентов до руководителей, от служащих до активистов гражданского общества, отметила экономист Жанна Кочева. Сформированный кадровый резерв будет предназначен для сквозного обновления всей структуры власти. Победители конкурса получат карьерные траектории в министерствах, ведомствах и вообще во всех органах власти. Эти механизмы бьют по главным локальным проблемам нашей республики. Это безработица, отток населения и низкий уровень жизни. Масштабные проекты позволяют привлечь молодых, грамотных специалистов, которые, безусловно, внесут свой вклад в развитие республики во всех отраслях. Эльвира Тебилова, Завар Устаев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.